Ольга Хініш цікавіться усіми подіями, які відбуваються у професійній туристичній суполці Бреста. Жінка відзначає, зараз ця сфера в області оживає, а з прийняттям безвізового режиму і увогуле отримала другий подих. Очень часто вижу на наших улицах города туристов, которые воспользовались вот этой возможностью без виза. И честно скажу, что я могу гордиться все-таки нашим городом, что к нам приезжают гости, что гости довольны остаются, что гости смотрят на историю нашего города. Им довольно-таки много очень интересно всего, и есть что рассказать, и самое главное, есть что показать. Обмеркование актуальных питаний у деятельности туристичной сферы – головная мета сёлетнего феста экскурсоводов. Для того, чтобы понять, какие проблемы существуют в городе у экскурсоводов, именно какой больше турист едет в город Брест, когда он больше приезжает. У нас есть общее сведения, но, как говорится, люди практики, они больше знают, чем люди, которые просто ведут статистику. У допомогу гостям города уже створений туристсько-інформаційний портал. Його позиціонування тепер активно йде у європейському сегменті сетці інтернет. З'являться і нові інформаційні центри. Наступление без виза у нас появилась та необходимость, чтобы вся база брестской туриндустрии была сфокусирована в одном месте. В настоящее время на базе Брест Интуриста у нас открывается Брестский городской информационно-туристический центр. Для того, чтобы этот туристический центр заработал в полной мере, мы собираем базу всех наших туристических фирм и всех наших гидов-переводчиков и гидов-экскурсоводов. Гэта ж база з'явіцца інфармацыйным цэнтрам Брэсцкай крэпасці. Гараджане ўпэўнены, што абласному цэнтру ёсць чым ганарыцца и чым уразіць замежных гостей. Здесь много таких исторических памятников, и город древний, и Брестская крепость. Мне кажется, очень даже интересен. И безвизовый режим, мне кажется, тем более тут рядышком граница, и очень намного бы город сам выиграл от этого. У нас очень красивая страна, очень красивый город, очень красивые люди. Есть чем гордиться. Я считаю, что готовы. Один вокзал стоит наш посетить. Центральная улица у нас прекрасна. Есть на что посмотреть. Аллея Фонарей, она, по-моему, единственная в Европе. С початку года Брестскую область по безвизовому режиме наведала каля 2000 человек. Это гости с 31 краины свету. Спадзяемся, что сёлета их станет значно больше. Евгения Мороз, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».